بسم الله الرحمن الرحيم. Давайте я вам такой хадис пророка, алейхиссалату вассалам, достоверный скажу, и вы поймете, что все в руках Аллаха. Даже дети, какие были до ислама, пророк, алейхиссалату вассалам, такой рассказ рассказывает. Достоверный хадис, это не рассказ какой-то, не сказка. Муслим, который передает, это достоверно. Когда мы говорим, это ложь. Такое не может быть, если мы скажем, тоже в веру уходим. Ан Сухайб, радийаллаху анху, говорит: Анна Расулаллах, однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Кана маликум фиман каблякум. Был такой король до вас, говорит пророк, сахабам говорит, человек, который был до нас. И этого короля был, говорит, колдун. Когда этот колдун постарел, он сказал, сказал королю: отправь мне молодой юношу, парень молодой, я хочу его научить колдовству, говорит, чтобы после себя оставить кому-то эту работу. И король отправляет мальчика, и мальчик каждый раз, когда идет этому колдуну научиться, колдун живет у себя дома, и по дороге этот мальчик молодой видит монаха. Монах, не мусульманин, христианин. До ислама же это все. Этот мальчик посидел у монаха. Монах, как то, что было неспослано от Аллаха, пророка Иса, алейхиссалам, так пророка Иса или Муса, здесь неизвестно нам, но их пророчество. Рассказал этому мальчику. Вот такой, как мы Коран читаем. Этому мальчику понравилась речь этого монаха. И каждый раз этот мальчик, когда у него задача учиться у кого? У колдуна, этого монаха. Когда каждый раз ходил монах к колдуну, он приходил через этого монаха. И так получилось. Колдун его начал бить. Почему ты опаздываешь? Почему вовремя не проходишь? А он у него же сидит, у монаха. И он пожаловался. Мальчик говорит этому монаху: я же у тебя задерживаюсь, говорит, а он меня бьет, говорит колдун. Что-нибудь надо придумать. Монах учит его: если ты боишься этого колдуна, говорит, скажи, что ты ахли, что у тебя дома родители не пустили тебя вовремя. Поставь вину на родителей. Не говори, что ты у меня сидел. А если боишься ахлу, твою семью, дома родителей, им скажи: вот это колдун меня, он не пустил, задержал в уроках. Вот так свали. Это значит, можно врать в пользу религии. Фабайнама хуа казалик. И один день мальчик, когда ходит и увидел дороги, там, говорит, лев или же большой какой-то хайван, хищный хайван, все боятся этого хайвана. Не могут пройти оттуда. Мальчик говорит, смотри, как обращается Аллах. Аль-яума, сегодня алам, я буду знать конкретно, ас-сахиру афдалу амир рахиб, колдун лучше или же монах лучше. У кого можно взять истинный ильм? И он что делает, мальчик? Испытывает, берет камень и говорит: Аллахума, я Аллах, как ты видишь, если монах для тебя более любимый, чем колдун, все эти камешки, которые я взял в руки, сделай, чтобы этот зверь погиб, умер, говорит. И люди пошли, говорит. И ударил этой камешкой, и все люди, этот зверь умер, говорит. Разве маленький камень можно убить? Взрослые люди не могут убивать его. Мальчик взял, ударил и умер. Фатар рахиб. Он куда пошел, мальчик? Пошел не колдуну, пошел монаху уже. Видишь, Аллаху Та'ала, твое сердце. Большой дуа не нужен. Маленький дуа, обращение у Аллаха. Покажи мне истину. Все, одно слово. Он был убежден, значит, монах лучше. И ему рассказал то, что случилось, и что он сделал в самом деле. Его никто не учил. Его кто учил так обращаться? Это внушение от Аллаха. Факал лаху рахи. Тогда этот монах сказал: сынок, говорит, сынок, сегодня твой степень лучше, чем мой перед Аллахом, говорит. Настолько Аллах тебе аламат показал, такой, говорит. И ты знай, говорит, сынок, говорит, твой уровень поднялся, говорит, степень имана, и Аллах будет тебя испытывать, говорит. Видите, человек в вере, Аллах его уже испытывать начинает.
Настолько крепкий иман. И говорит ему: вдруг сейчас испытание к тебе придет, говорит, разные аламаты. Ни в коем случае не говори, что ты начало вот этот путь взял, что у меня, научился у меня. Не говори никому, не указывай, где я нахожусь. И проходит испытания какие? Чуть время проходит, маленький мальчик, Аллаху Та'ала чудеса в его руке творит. Он лечит, который никогда в жизни детства, которые не видели, слепые. Какой дуа делают, они уже видящими становятся. Болезни, которые, кожные болезни, которые есть, прокожные, их лечит. На самом деле Аллах лечит, но сабаб это делает. Его рука такой сабаб. Из разных болезней начал он людей лечить. И однажды этого короля, Джалискар, который постоянно с ним сидит, общается, человек стал слепым, говорит. Он изначально был, говорит, даже слепым, говорит. И он приходит, этому мальчику, и большими подарками, и говорит: вот все подарки, говорит, я собрал для тебя, если ты меня вылечишь, это будет твое, говорит. Мальчику обращается. Мальчик что говорит? «Инни ла ашви ахадан», я не могу никого лечить, говорит. «Иннама яшвиллаху та'аля», поистине Аллах лечит. Аллах лечит, говорит, Всевышний. «Фаин аманта», если ты будешь уверовать в Аллаха, я буду просить у Аллаха, и Аллах Та'аля вылечит тебя, говорит. Тогда он сказал: хорошо, я буду верить в Аллаха, и уверовал. И он стал зрящим, видящим. Этот человек пошел к королю и сел рядом с ним. Король говорит: как ты стал видящим, говорит. Он говорит: Аллах меня сделал видящим, говорит. Он говорит: у тебя Господь есть, кроме меня? Короче, это король себя назвал как Господом. А у тебя другой Господь, говорит, помимо меня? Говорит: Рабби ва раббука Аллах, говорит, да, мой Господь и твой тоже Господь, говорит. Фахазаху, это король взял своего самого близкого человека и стал наказывать, и говорит: кто тебя сделал видящим, говорит. Он же не верит в Аллаха, он говорит, есть какой-то сабаб. Этот человек сказал: вот маленький мальчик. А этот маленький мальчик не говорил ему: если кто-то тебя спросит, не говори, где я нахожусь. А мальчику монах говорил. Мальчик же не сказал. Этот человек, как благодарность, не хотел говорить, но когда его наказывали, он сказал: да, вот этот меня мальчик, который тебя отправлял колдун. А сейчас король будет думать, наверное, колдун его там чему-то учил, и говорит, король этому мальчику говорит: я, Бунай, сынок, говорит, я смотрю, говорит, твой уровень поднялся, говорит. Ты от этого колдуна хорошо научился, говорит. Лечишь невидящих, других остальных болезней, и делаешь такие-то вещи. Он говорит: инни ла ашви ахадан, я никого не лечу, говорит. Иннама яшвиллаху та'аля, поистине Аллах лечит, говорит. Фахазаху, опять король стал злым и начал его тоже наказывать. Заставил этого мальчика, он же мальчик, он все-таки. Кто тебя научил? Колдун или кто-то другой учил к этому? Колдун же не может учить его призывать к Аллаху. Колдун шайтан, всю жизнь призывал к шайтану поклонению. Кто-то, значит, здесь другой учил его. Понимаете, дорогие братья? Лекция чуть длиннее чуть. Что сабр делает, но важно для имана, Аллахи. Иман важнее всего. И мальчик сказал: да, меня вот здесь там есть какой-то монах, он меня научил, говорит. Смотрите, что делает король. И взял король этого человека, этого мальчика, что мучил, не говорит, просто его как-то позвал этого монаха и говорит: эй, монах, вернись от своей религии, говорит, чтобы он людей тоже вернул. Он говорит: нет, говорит, не вернусь, говорите. Тогда король позвал, кто работу делает, пила взял, поставил вот на голову, в середине головы этого человека, монаха, порезал на 2 части. Он в своей вере остался. Потом пришел этим человеком, который, следующий му'мин кто? Который сидел возле короля, близкий человек, который видящий стал. Его позвал, говорит: вернись от имана, религии Аллаху. Аллах. Он тоже говорит: нет, говорит, никогда, говорит. Он жил хорошо, прекрасно, только был слепой. А сейчас видящий стал, но чтобы иман не потерять, человек готов был умереть. Его тоже поставили пилу на голову, порезал на 2 части. Вот видите, иман что делает человеком. Суммаджи аби гулям. Потом он хочет полностью избавиться от всех. Уже пока корни не пустили.
Следующий, третий, кто иман, который третий человек? Мальчик. Позвали этого мальчика и говорит: эй, мальчик, вернись от этой религии. Он говорит: нет, никогда, говорит. Тогда король поручил другим людям: возьмите его на вершины горы, и когда подниметесь, выкиньте его оттуда, здесь скалы. И они поднялись. Там спросите, говорит, если он вернется, оставите, если не вернется, толкайте, не смотрите. Мальчик какой дуа сделал, опять смотрите. Аллахумма кфинихим бимаши. О Аллах, будь достаточно мне от них как хочешь. Тебе виднее, как меня защитит. Не указывает Аллаху, настолько уповается на Аллаха. Также мы сейчас говорим: Аллах кфина, пусть Аллах нас защитит, будет достаточно от любой болезни, которая может к нам проходить. Как Аллах лучше считает. Фараджафа бихимуль джабалю. Вот эта гора тряснется вот, и сами они упали. Субханаллах, гора трясется, Аллаху Та'ала все же у него в руках. А мальчик остался на своем месте. Эти люди сами упали туда и погибли. Вау, что случилось дальше, смотрите. Фадафааху, этот мальчик возвращается пешком к королю обратно, доказывает, что он с Аллахом, он не боится никого. Тогда король ему говорит: а где твои друзья? Где мои люди? Он говорит: Аллах мне достаточно. Поручает другую команду: заберите его куда, чтобы с гор не упали те люди. Более безопасный придумал король. Говорит: лодку возьмите какую-то и идите в середине моря. До середины моря идите, и там спросите у него: вернешься ты в нашей религии, или же мы будем тебя бросать? Он говорит: нет, говорит. И они, если не вернется, бросьте, говорит его. Там тоже дуа делал: Аллахумма кфинихим бимаш. О Аллах, будь достаточно мне, как ты видишь, говорит. Тогда тоже вот эта лодка вот чуть ли не перевернулся вот так, сами все здоровые упали туда, утонули, а мальчик остался опять. Обратно он возвращается к королю: где, говорит, твои люди? Аллах, как Аллах, видишь, Аллах меня от них защитил. Уже эта игра продолжаться не будет долго. Что мальчик говорит? Эй, король, говорит, ты меня убить не сможешь, говорит. Пока не сделаешь то, что я уже говорю, говорит. Сейчас делай то, что я говорю. Твои задания и все. И что хочешь, говорит? Уже сдается пача. Какое приложение у тебя, говорит? Говорит: собирай всех людей в одном месте. И меня завязывай, пальмой, как это дерево. Завязали его, руки свободные были у него. И говорит: возьми стрела. Именно мое стрела, говорит, не твое, которое у меня есть. И ставь его в лук. И когда будешь бросать на меня, скажи, говорит, чтобы все слышали: бисмилля, во имя Аллаха, Раббаль Гулям, Господь этого мальчика. А хабар, чтобы все слышали. Истину все слышали здесь. Чтобы все слышали, что есть один Аллах всемогущий, не этот Бог. Сумма рамаху, это взял король, именно он сам говорит: фавака асахму фи судуахи. Этот стрела попал ему между глаз и нос, сюда попал. Не нос, уши, вот сюда попал. Высок, вот сюда попал. Фавада ядаху, этот мальчик поставил руку сюда, фамата, и погиб, говорит. А результат: факаля насу, люди сказали: аманна би раббил гулям. Все крикнули: мы уверовали Господу этого мальчика. Субханаллах, как этот человек пожертвовал собой ради Аллаха. Когда есть общий маслахат, можно идти на все ради Аллаха. Фаутиял малик, и все пошли к королю, говорит: видишь, король, как бы ты не остерегался, как бы ты не хотел, чтобы люди пошли иман, истинную религию, все-таки случилось, говорит, то, что ты не хотел, говорит. Все уверовали в Аллаха. Фаамара бил ухдуд. Все равно наглый человек, который любил дунья больше, он не сдается до конца, пока ему коронавирус не придет. Иншаллах, дай Аллах всем таким людям, чтобы коронавирус у них в корнях было. Этим людям дай Аллах. Где бы они ни находились, враги Аллаха, враги людей, враги животных, враги общества, пускай им Аллах эту болезнь дает. Мы же не жалеем таким людям, потому что они не жалели обычных людей. И тогда вот этот король повелел копать, как реки, ямы копать. И повелел там сжигать огнем всех, кто уверовали,
бросать туда. Всех, не пожалея никого. Кто будет возвращаться, да, я уже не верю, скажет, да, только их отпускают. Хаттаджаат имра. И среди этих уверовавших была одна женщина. Вамааха сабиюн лаху. У этой женщины была в руке маленький мальчик. Фатакаасат антака фия. Эта женщина чуть-чуть волновалась. Ребенок, не за себя, из-за ребенка. Пощада как-то у нее получилось. Факала лахал гулям. Вот этот мальчик, который не умеет говорить, Аллах, по воле Аллаха, заговорил и сказал: я умма, о моя мать, говорит, избери, имей терпение, говорит, сабр делай, фа иннаки аля аль-хак, ты поистине правильный пути, говорит. Уже аламат здесь тоже, от этого ребенка тоже. Это означает караматы, чудеса разные Аллах может любому из нас, даже детям Аллаху Та'ала показать. И вот она тоже туда, ее тоже выбросили туда, со всеми детьми. Раваху Муслим, это достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Дай Аллах нам быть крепким иманом и быть готовым все терпение, беды, все терпеть ради Аллаха. Если придет даже время, пожертвовать сами собой. Видите, такие хабары, пусть укрепит Аллах наш иман, пусть Аллах нас защитит нас от всех вред, который вредит дунья и ахират. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله دربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا